Международный пресс-центр Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия продолжает свою работу. Сюда в течение дня будет стекаться вся информация о ходе голосования. Уажы ажаимуб Апснал комиссия Хадахан Паве Дмитрий Маршан. Яраях зайтихует Апсны уянтазги алхарта тыпку рартра шумия пасас. Информация об открытии избирательных участков на территории Абхазии и за ее пределами расскажет председатель Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия Дмитрий Маршан. Доброе утро, уважаемые гости, уважаемые журналисты. Сегодня с 8 утра были открыты на территории Республики Абхазия в 35 округах 152 участка. Все председатели округов они сообщили о том, что все было успешно в штатном режиме. Процесс голосования он открыт и продолжается. И на территории Российской Федерации за пределами Абхазии в городе Москва и Черкесск также в 8 часов утра участки были открыты, там также активно процесс голосования проходит. Хотелось бы поблагодарить наших окружных членов комиссии и участковых, которые с 6 утра они занимаются этим процессом для того, чтобы волеизъявление наших граждан было воплощено. Коллеги, вопросы? Низфа. Дмитрий Зуравович, вчера к вечеру официальные СМИ распространять стали информацию о том, что представители ЦИК России на территории Абхазии не будут, они не будут участвовать в качестве наблюдателей на этих выборах. И как-то связывают это с какой-то якобы сложившейся ситуацией в ЦИКе Республики Абхазия. И насколько я поняла, то ли наш ЦИК не очень захотел. Можно какое-то разъяснение по этому поводу, почему вот такие комментарии летят в адрес Центральной избирательной комиссии Абхазии накануне выборов? Спасибо за вопрос. Дело в том, что мы заблаговременно пригласили всех наших друзей, в первую очередь наших друзей из Дружественной Российской Федерации. Были приглашены из Государственной Думы депутаты, из Совета Федерации, из Межпарламентской ассамблеи, из Общественной палаты. Мы всех своевременно аккредитовали и ждем наших гостей. Что касается Центральной избирательной комиссии, они изначально, наши коллеги, оказывают нам содействие. И касаемо вопросов аккредитации, нам было предложено в случае необходимости увеличить международных наблюдателей именно по линии Центральной избирательной комиссии до 200 человек. Поэтому вопрос на стадии согласования стоял по поводу количества, чтобы выбрали именно тех, которых хотят нам представить. В нашей Центральной избирательной комиссии посчитали необходимым дать возможность Центральной избирательной комиссии, чтобы из 200 выбрали тех, кого могли бы они к нам прислать. Но в любом случае наши коллеги из Центральной избирательной комиссии, мы их всегда рады видеть, потому что в приоритете всегда коллеги из Российской Федерации, потому что они и в организационном плане, и в техническом плане нам помогают по тем участкам, которые расположены на территории Российской Федерации, в Москве, в Черкесске. Я сегодня буквально связывался с нашими коллегами, те, которые проводят выборы в данных двух участках, сказали, что все условия, технические условия, все они созданы для того, чтобы наши граждане могли проголосовать. На данных участках в Москве и в Черкесске комиссия абхазская, а помещения предоставлены именно Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Все технические условия, они созданы, поэтому я хотел бы их поблагодарить. В случае второго тура мы в любом случае, в том количестве, в котором посчитают нужным наши коллеги, мы будем рады видеть на территории Республики Абхазия. И никаких проблем с аккредитацией, я думаю, что нет, потому что по линии Государственной Думы, Совета Федерации, Общественной палаты мы всех своевременно аккредитовали. Если мы более 30 стран мира могли рассмотреть, аккредитовать, то приоритет всегда ставится нашим союзникам из дружественной страны. Поэтому спасибо за вопрос. Сколько на сегодня, на утро аккредитовано журналистов абхазских иностранных и сколько всего аккредитовано международных наблюдателей? Около 150
журналистов аккредитовано сегодня на территории Республики Абхазия. Вот. И в каждом районе представители данных информационных агентств, они освещают на каждом практически участке ход избирательного процесса. Есть еще вопросы? Около 100. Около 100. Коллеги, есть вопросы? Спасибо. В 12 часов будет объявлено о явке по Республике Абхазия, также и за пределами. Спасибо.